Здравствуйте, это программа «7 дней плюс», и сегодня у нас в гостях директор Казанского музея Чак-Чака Дмитрий Полосин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Очень уютно у вас, по-домашнему. Действительно хочется выпить чашечку чая и съесть чак-чак. А вот сами вы можете приготовить настоящий чак-чак или супруга готовит? Ну, на самом деле, замечательный вопрос. Эти руки, конечно же, помнят. Перед тем, как открыть чак-чак наш музей, мы 6 лет назад испробовали своими руками приготовление различных рецептов, поэтому да, без проблем я сейчас могу раскатать тесто, пожарить и сложить его в золотистую горочку. С какого раза получилось? Ну, наверное, раз с 5-го, чтобы прям... Ну, здесь еще самокритика, да, выступает очень много. Получается, что ты вроде как сделал, но тебе это не нравится, поэтому вот ты совершенствуешь свои навыки в кулинарии, в изготовлении чак-чака. А по какому-то определенному рецепту вы делали? То есть, сохраняя традиции, что там было? Как учились, находили, из чего готовить? Да, чак-чак, так как наш музей все-таки таком больше не материальном наследии о чак-чаке, о блюде, как гастрономическое, поэтому мы, естественно, собирали именно по домам. То есть мы ходили по селам, по каким-то нашим знакомым, чтобы это была какие-нибудь обийки, там бабушки, которые готовили, которые уже какие-то даже там славятся, и знают, что вот на праздники, там на свадьбу именно эта хозяйка готовила чак-чак. Вот мы втирались в доверие, знакомились, если совсем незнакомые были люди, чай пили. Вот, затем нам человек это рассказывал, показывал, как это обычно делает. Ну, как мы все время говорим, у чак-чака на самом деле нет прям вот такого четкого рецепта. Это всегда душа и руки. А у каждой хозяйки он свой. И поэтому было много хозяек, у которых мы учились и искали именно просто тот чак-чак, который лично нам нравится. Вот. А есть какая-то вот внутренняя классификация чак-чаков? Вот для нас чак-чак – это единое одно блюдо, да? Мы понимаем, что у нас рецептов много, каждый индивидуален и так далее. Как-то уже классифицировать для себя, например, в деревнях делали чак-чак там более крупный или более мелкий, в городах либо слаще и так далее. Угу. Нет? Есть. Мы примерно такую закономерность, наверное, по сторонам света. Чем севернее и западнее, тем он мельче. Восток и юг, тем он крупнее. То есть, и, соответственно, там до Монголии он вырастает уже в известный бурсак, Казахстан, там больше именно знают бурсак, крупный такой чак-чак. Вот, там, например, Челны, Выше, Куфе, туда, там больше любят такой мелкий. Здесь он такой средненький, привычный, нам говорят, там, лапшинками. Лапшинками. Так, ну почему, давайте все-таки классический вопрос, почему музей Чак-Чака, вот до этого чем занимались? Вот 6 лет назад, почему жизнь так изменилась, жизнь до Чак-Чака и после, вот чем занимались до? Я иногда это сопоставляю, самый банальный, как все говорят, кризис среднего возраста, наверное. Он у меня был в жизни дважды, то есть изначально я занимался там выставками, рекламой, работал в газете, работал в Москве, затем большую часть жизни занимался я как раз до музея, это автомобильными брендами. Я жил почти 12 лет в Москве. Благодаря этому мы изъездили все Подмосковье, изведав различные усадьбы, музеи частные, музеи государственные, крупные музеи. Впитывали вот это все. И приезжая сюда, в Казань, мы понимали, что здесь чего-то не хватает. Да, такой фундамент, там национальный музей, его все музеи, небольшие квартиры, это все замечательно. Но где вот можно что-то сделать руками, что-то, какую-то интересную историю услышать из первых уст, может быть, не из первых уст. Вот этого немножко не хватало. И после того, как мы закончили всю работу в Москве, перебрались с супругой уже сюда, в Казань, к нам начали приезжать друзья, с которыми мы познакомились в этих регионах, и они просили, естественно, показать Казань, что за город, что у вас интересного. Мы сначала просто ездили на машине по улице и рассказывали, вот улица такое-то, вот у нас есть такие особенности, есть такие-то дома. Вот. Затем вопросы стали глубже, и мы стали копать тоже глубже. То есть, что же это за дома, что это за люди. То есть, интересно было и самим, и нашим гостям, и мы вот начали копать всякую историю и поняли, что, по-моему, мы где-то чего-то находим. Нам нужно какую-то интересную историю, и чтобы было какое-то место, где людям мы единовременно можем рассказывать об этом, делиться этой историей. И нам в то время очень сильно помогли наши друзья, их родственники живут в Коломне, и нам показали музей коломенской пастилы. Мы всегда их приводим в пример, и директору сейчас Наталье Никитиной огромный привет и спасибо за то, что она нас натолкнула, как правильно создать музей, от чего толкнуться, так как действительно мы были из автомобильной
такой больше деятельности, а тут искусство, туризм, гастрономия. То есть наследие, совсем, да, традиции, наследие. культура. А вы с культурой практически незнакомым были, да? Да. Это было самое сложное при открытии музея? Ну, наверное, Все-таки. самое сложное, да. И причем даже задавались такими вопросами. Вот моя супруга татарка, хорошо, я русский. Вот как вот я буду директором музея Чакчака, там, продвигать какую-то национальную культуру? Дмитрий Полосин, директор музея Чакчака. Вот, но у меня есть козырь. У меня дед по маминой линии был татарин, поэтому все хорошо. Это выражение есть, да, кого не копни, да, где-то там все равно скрывается татарин. Хорошо, что сегодня представляет из себя музей, какие уникальные экспонаты, чем вы сегодня вот действительно искренне рады и гордитесь? Здесь, наверное, можно сказать словами наших гостей, когда они выходят после наших программ, они говорят, что вы интересно совместили, вы и этно, и исторический, и гастрономический, и прочее, 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 то есть совместили все. Но да, мы выбрали такое громкое название, может, иногда не скромное, но это, по крайней мере, мои все время сомнения такие, мы с супругой такие не я, она говорит, что давай вот так. Я говорю, ну, это не слишком ли там громко, мы как-то музей Чакчака. Вот, и что получилось вокруг этого создать? Так как я повторюсь, мы о нематериальном наследии, у нас в музее нет никаких выставок, как в основном люди все воспринимают. Ты говоришь, музей Чакчака, ну, у вас там, наверное, выставлены на полках различные виды Чакчака. Там, дегустируйте, покупайте, да, это бизнес-проект. Да, это все. Мы говорим, что нет. Здесь как раз-таки, во-первых, деньги там не на третьем, не на пятом месте. Здесь действительно о том, что мы через Чакчак передаем как раз-таки культуру татарского народа, купцов того времени, так как мы находимся в купеческом здании. Мы рассказываем о сказаниях, о песнях, там еще, как говорится, еще баиты. В общем, все-все-все совместили. В общем, Чакчак таким мостиком, через который мы раскрываем вот культуру татарского народа от древних каких-то времен до современных совершенно. А насколько аутентично, да, действительно, само здание, экспонаты, мебель, все, что мы видим здесь? Угу. Само здание, к сожалению, утратилось, и вот только вот в помещении чайной, вот в этом сводчатом, ему действительно 200 лет. Вот все остальное пришлось восстановить к 2013 году, то есть сруб наверху, когда, естественно, всех расселили, здесь были коммунальные квартиры, затем опять расселили, здесь жили люди без определенного места жительства, и, к сожалению, это все сгорело. Вот. И нас, наверное, спасло благодаря тому, что наша литера относилась к памятнику, это вот соседнее здание, и его обратно вернули вот такой вот облик. Историю здания этого узнавали, а вот сейчас говорите, что оно с трудом, да, сохранилось, чудом сохранилось. Что было здесь еще там 200 лет назад? Так, история этого здания. Это дом купца Вафа Абигаева, он был купец второй гильдии, он занимался бакалеей. То есть, по сути, мы предположили, что вот это была бакалейная лавка, потому что здесь есть заложенная черная дверь и кубышка, в которую как раз, возможно, заносили какие-то некие продукты. Здесь были какие-то полки, мы находили старинные фотографии одного замечательного человека, который нам помогал восстановить интерьеры. Вот, дом был разделен на две половины по татарской такой традиции, да, там женская, мужская. Единственное, что немножко пока что утратился до третий этаж, там была девичья светлица, вот его у нас пока нет, но мы надеемся взять грант и ее тоже достроить. То есть фактически от бакалейной лавки до музея Чакчака параллели тоже есть? Да, параллели. Вот в том числе, почему здесь родилась именно чайная, все-таки вот как раз эта бакалейная лавка, вот этой чайной при входе, она именно вот передает немножко дух того времени, где мы как раз собрали тоже товары и чаи, напитки именно с нашего региона, с наших вот различных областей. У вас еще параллели с тем временем, вы сейчас и играете в своих роликах купца первой гильдии, да? Первой гильдии? Нет, второй. Второй гильдии Вафа Абигаева. Всем салям, меня зовут Вафа Абигаев, и это мой влог. Сегодня я вам хочу рассказать про свою семью. Раньше у меня было 4 жены, но в период кризиса пришлось сократить. И теперь у меня осталась только одна жена, я ее привез из Узбекистана. Рушинья. Когда я одеваюсь, действительно становлюсь купцом второй гильдии, изменяется манера моя немножечко, как я сам заметил. Вот, но это все соотносится действительно и с этим домом, и с этим местом. И как раз-таки об истории этого дома и хозяина, например, не сохранились там ни рисунки, ни портреты, ни фотографии этого человека,
Поэтому мы подумали, никто не знает, как выглядел Вафа Бигаев, почему бы он не выглядел вот так. Вот. Тем самым мы через вот этого героя скрещиваем то время и современное время, да, то есть если посмотреть наши ролики, вроде как действительно купец того времени, но при этом он пользуется современными гаджетами, вот привносит в мир что-то новое, знакомится с ним, это очень интересно. Вот о продвижении вашем и в интернете и так далее, других формах работы еще поговорим. В целом, как собираете экспонаты, где находите, путешествуете ли сегодня, как собиратели там, народного фольклора, традиции, обычаи по республике? Как это происходит? Или уже приносят? Да. Наверное, 80% это вещи наших предков. Предков моей супруги Рушани, моих бабушек и дедушек, там даже уже прабабушек и дедушек. Что-то сделано своими руками, то есть, например, вот эта замечательная там вязаная скатерть и вышивки, это все собственные руки наши. Затем есть такая вещь, как мы спасаем вещи. Так как мы занимаемся еще различными там, общественными деятелями, нам иногда звонят и говорят, что там есть какая-то замечательная мебель, какой-то сундук, что-то выбросили, что-то нужно приехать посмотреть, насколько можно ли это спасти. Если можно, мы это реставрируем. Здесь же я все это руками делаю с друзьями. Вот это все становится. Затем был такой момент, на границе с Кировской области ломали купеческий дом большой, и об этом я узнал, к сожалению, очень поздно. Мы оттуда спасли, например, казан, старинный сундук, еще некоторые вещи. Почему я сказал как раз про казан? Мы как раз гостям рассказываем в программе о том, что раньше и всегда, в принципе, все готовилось в казане. А когда приезжают к нам иностранные гости, к сожалению, это не переведешь на английский язык, это можно только каким-то некими образом, там большой толстый вок из чугуна, как-то вот все объясняешь, и вот этот чугунный казан, вмазанный в печь у татар, тем она и отличалась от русской, мы наконец-то можем показать благодаря вот этому казану. Но наши гости, кто-то принял какую-то такую интересную вещь, как если кинуть монетку, там станет богаче или вернется сюда. То есть еще и доход приносит. Монетизируйте. Да, и у нас есть казан, который на четверть заполнен монетками, и вот в пандемии мы не поленились, все-таки взяли и посчитали, там было около 4000 рублей мелочи. Сокровище озера Кабан можно и туда отправить. Вот, и оставшаяся часть вещей, это уже благодарные гости, которые к нам приносят. Они побывали у нас на программах, они поняли, одни говорят, что теперь я знаю, что делать там, с бабушкиными вещами, как я их буду сохранять дома, я ничего не буду выбрасывать. Здесь, да? А некоторые говорят, что вот часть я поделюсь, и третьи, которые просто приносят нам все, вот это вот от нашей Абики, вот это вот, пожалуйста, сохраните. Вот, а мы не только сохраняем, естественно, все это передаем. Все вещи, которые принимаем таких гостей, это обязательно вот вещи семьи. То есть, чтобы у вещей была история. Душа. Человек мог рассказать, как звали этого человека, который ими пользовался, какова история, какие-то интересные случаи, чтобы мы могли передавать это тоже в том числе и гостям. Потому что у нас нет витрин, эту вещь можно взять, и мы расскажем, что вот этим пользовался тот-то. Была такая-то интересная история с этим предметом связана. Теперь вы уже настоящий хранитель музея, да? А вот какой экспонат, на ваш взгляд, вот самый уникальный? Это же не только казан, я думаю. Нет, но самый уникальный... Это хороший вопрос, мне никогда его никто не задавал. Давайте подумаем. Давайте. Я не знаю, правда. Но они все по-своему дети, они по-своему уникальные. Здесь, скажем так, можно сказать, ценные по рукоделию. То есть есть одна вещь, как я сейчас упомянул, мы музей без витрин, без стекол, но у нас есть всего две вещи, которые находятся за стеклом. И одна из них, наверное, как раз вышивка, которую моя супруга начала делать, как мы задумали музей. И вот эта вышивка традиционным тамбурным швом, она примерно метр на метр, мы поняли, что ее нужно как-то сохранить, потому что она, во-первых, выполнена на старинной ткани, и если мы людям все-таки будем это давать прямо в руки трогать, то она, скорее всего, будет утрачиваться, и мы ее повесили за стеклом как картину. Вот вы сейчас сказали, что здесь нет витрин стекол, то есть этим вы отличаетесь от классических музеев, стандартных музеев. Чем еще отличаетесь? Чем еще? Это, наверное, больше к нематериальному, это наши хозяйки, это наш коллектив. То есть, чем мы действительно, как вы говорите, вот я там хранитель, но больше хранитель – это, наверное, наш коллектив замечательный, наши девочки, которые об этом всем заботятся, сохраняют, приумножают и радуют гостей. Вот это, наиболее ценное, что здесь есть. Вы же не можете существовать на
Вы же не на пожертвования существуете. Как выстроена вот экономическая система, да, как она у вас работает, кто занимается идеологией, либо все это тоже один большой казан, в котором вы находитесь, или это один большой чак-чак, который печете вместе? Это да, как бы мы сейчас не говорили о высоком, да, нематериальном, там, об искусстве и истории, но, к сожалению, мы все имеем семьи, имеем какие-то кредиты, расходы, и нам нужно действительно на чем-то зарабатывать и содержать, в принципе, сам музей. То, естественно, монетизация – это входной билет, это мастер-классы, это та же самая там чайная, различные концерты, которые здесь проходят тоже. А кто готовит чак-чак? Готовит чак-чак. Мы Так. много лет назад действительно искали. То есть помимо того, как мы искали рецепт, мы искали для нас, мы не говорим, что это правильный рецепт или правильный чак-чак именно у нас, или самый вкусный. Мы искали, который просто нравится нам. Затем мы искали по различным производствам, крупным и некрупным, примерно такой же. И мы вот недалеко от Казани нашли совершенно маленькое производство, которое специально для нас делает отдельную линию вручную, действительно чак-чак, тот, который вот прям по нашим требованиям, по всем стандартам, как мы любим. Как говорят, я узнаю его из 1000. Вы его из 1000 узнаете? Да, мы чак-чак? пробуем, и мы знаем этого производителя, мы иногда покупаем, который делается просто для различных магазинов, вот другой. Вообще отслеживаете рынок чак-чака, как он Да, меняется, что добавляется, какие переформатирования его ждет? Изменился рынок чак-чака за это время? Да, очень много. Естественно, от того, что он обрядовый, да, то есть он уже превратился в совершенно такой гастрономический туристический сувенир. Да, и можно прийти в магазин и купить уже там и в шоколаде, и с кунжутом, сухофруктами, и с чем уже только не можно купить, с различными вкусовыми добавками. Мы на самом деле здесь тоже не остановились. Вот в следующем как раз-таки нашем проекте Вайда мы там уже немножко добавили другого вкуса. Но здесь мы сохраняем именно традиционный. Что касается мастер-классов и изготовления прямо здесь, как раз наши хозяюшки могут изготовить прям вот домашний чак-чак вместе с вами. Вы придете, научат не только прям работать руками, но и также расскажут вам историю этого блюда, и уйдете с полным знанием этого всего, то есть истории. И культура, вы можете традиции. уже передать, да, своей семье, своим друзьям, тоже научить. Мы здесь почти за 1,5 часа действительно учим полностью человека самостоятельно сделать чак-чак. Какая-то статистика уже есть, Дмитрий? Вот сколько туристов побывали? Туристы это приезжают или все-таки местным интересно, да? Да, статистика казанцам? есть. Может быть, из каких-то экзотических стран, и как они вообще реагируют на чак-чак, когда они его видят? Как они его называют? Вы его, вот если с Казаном проблема была в подборе слов, с чак-чаком есть там сложности? Есть. Мы искали, естественно, и тоже по всему миру аналоги чак-чака. Я не помню, чтобы он был похож, кроме как наших соседних республик. У кого-то сек-сек, у кого-то также чак-чак. Это как раз чуваши, марийцы, вот это все. Но если говорить о других странах, он называется совершенно самобытно, никакого вообще соотношения нет. Есть какие-то прям шары такие, очень похожи на бурсак, есть в меду, есть в сиропе. Но в путешествии 2 года назад в Китае мы нашли прям очень похож на наш. Вот прям такие же лапшинки, он такой же воздушный, все, но он абсолютно не сладкий. Хорошо. Итак, из каких стран приезжали, а какая статистика? Сколько Да, популярна? статистика у нас в музее действительно ведется, вот так как мы все работаем официально, и ведется только, естественно, по гостям, которые приходили непосредственно на экскурсии. Это около 30 тысяч гостей в год. Каждую неделю как минимум 2-3 раза приезжают обязательно иностранные гости, и в первый год мы поняли, работы нашего музея, что нам нужно заводить карту. Нам действительно интересна статистика, из каких стран, из каких регионов там, или даже городов приезжают, поэтому мы купили огромную карту, повесили у нас здесь в коридоре, и каждый человек, видя, что его еще город не отмечен, он может взять иголочку и поставить, что он приехал из этого города. И если сейчас на нее взглянуть, у нас не приезжали люди, ну, так как ненаселяемая у нас есть Антарктида, это середина и юг Африки, нет людей из Гренландии. Все. Практически полный мировой охват. Были гости из каких-то стран, которые все-таки не приняли ни чак-чак, ни чай. Это не входит вообще в их вкусовые... Но, к сожалению, это, наверное, связано с особенностью только организма. То есть были такие люди, которые говорят, что я приехал с семьей, все замечательно, но там у меня аллергия на мед, я не ем тесто, там, но с удовольствием я окунулся вот в эту историю, я все понял, все замечательно, но, к сожалению, не может попробовать. Вот чтобы прям такие отзывы были, что это не мое блюдо, вот правда такого не было. Я всегда с нашими девочками-экскурсоводами общаюсь на эту тему, мы смотрим нашу книгу отзывов, кто что пишет,
Ну, такого пока не встречали. Хорошо. А вот на каком языке проводятся экскурсии? Мы проводим на русском, на татарском и на английском. Как ни странно, причем на татарском меньше всего. Несмотря на то, что мы про татарскую историю, да. Ну, это значит говорить, что все-таки туристический поток, больше туристов приходит сюда, да? Чем местных жителей? Ну, в первую очередь, мы, когда разрабатывали такой некий бизнес-план, мы рассчитывали, что будет 50 на 50 приходить местных и приезжих гостей. Но оказалось, что 95% это все-таки приезжие, и только последние года 2-3 начали приходить уже и местные. Но самые невероятные истории были именно связаны с тем, что, например, яркая история, которую я помню, приехала женщина, она татарка из Австралии, ее сестра приехала из Волгограда, если не ошибаюсь, и они знали про наш музей, и они привели свою подругу из Казани в наш музей. И вот так бывает очень часто. И опять же, тот же самый татарский английский язык. Очень много приезжают наши диаспоры, которые живут там в той же самой Финляндии, Австралии, их очень много. Они, как правило, люди, которые либо сохранили все-таки язык в семье, либо они все-таки больше общаются уже на английском, это уже такое больше поколение next. То для них, конечно, мы проводим уже на английском языке, для них это понятнее, быстрее. Есть замечательные гости, которые приезжают из различного Ближнего Востока, которые говорят: я ничего не понимаю, но мне очень интересно, и у вас мне очень нравится. И ты видишь, что человек немножко понимает, потом на раз начинает отвлекаться, ты понимаешь, что он не понимает. Ты говоришь, спрашиваешь: вы точно понимаете? Он говорит: ну вот сейчас нет, но мне хорошо. Хорошо, чак-чак вкусный, чай вкусный и так далее. Вот, а в завершение, что бы из татарского прошлого вы бы еще хотели сохранить в будущем, как вот дальше будет развиваться музей? Из татарского прошлого у нас замечательно есть пример. Мы возродили татарскую пастилу. Здесь уже наше производство, здесь мы можем гордиться. У нас есть отличное помещение, есть обученные наши девочки, которые готовят прям пастилу по старинному рецепту. Но, понятно, к сожалению, не в печах, а уже в современных электропечах. Вот, но без абсолютно всяких добавлений, там, сахара, красителя, просто натуральные фрукты, все. Пищевая цепочка будет развиваться, да? Такая музейная. Потому что мы как раз рассказываем, чем украшался тот же самый праздничный там, да, чак-чак, или что подавали еще к чаю. Мы говорим как раз про тонкую татарскую пастилу. Вот, какая она бывает и тому подобное. И мы решили сначала вот, как бы небольшое, а теперь у нас прям крупно. Мы запатентовали такую вещь, как вот есть кожаная узорная мозаика. Что-то похожее мы запатентовали также про пастилу. То есть у нас абсолютно отдельный рисунок, это отдельный вкус, вот, ну и просто отдельно. Затем еще из такого гастрономического у нас был замечательный шоколадный король. Он владелец, бывший владелец, один из первых, это дом Шамиля, где сейчас музей Тукая. Затем он здесь на Зайни Султана, у него сохранилась часть дома кирпичного. Его действительно называли «конфетный король», он занимался шоколадом Монпансье, он был купец, достаточно крупный, его знали, и мы хотим это дело возродить. У нас есть серия открыток и альбом про старинные двери 19 века, которые сохранились у нас в Казани. Мы их отрисовали, и часть мы их прямо отсканировали 3D-сканером, и это будет клише для будущего шоколада. И мы хотим запустить, вот, к сожалению, тоже, да, у нас крупная фабрика была, люди раньше привозили из Казани тоже конфетные различные изделия, шоколадные, сейчас этого нет. Мы хотим начать с малого и прям вот, ну, возродить такую, не фабрику, но что-то такое, хотя бы потребностям наших гостей оно хватало. И изготавливать тоже натуральные Монпансье, натуральный шоколад. Очень много тогда музеев мы увидим, и музей Балиша, и музей конфет и так далее. Все-таки в завершении, вы считаете сейчас все-таки музей Чак-Чака делом своей жизни? Ну, сейчас да. Ну, причем я так сказал сейчас да, как будто я сомневался. Ну, потому что это настолько было детище, вот здесь могу, наверное, и похвастаться, или не знаю, как это правильно сделать. Но, в общем, почти 2 года до создания музея мы не работали, мы подрабатывали тем, что мы учились создавать собственные предприятия. У нас было пару небольших каких-то дел, за счет чего мы просто жили. И мы поняли, что в то время, что действительно дело нашей жизни, и без него мы не можем ни жить, ни существовать. И в том числе, когда мы уже совсем практически жили там буквально на крупе,
Вот, мы, заняв деньги, открыли такой музей, и это все заработало. Но это прям бальзам на душу, потому что вот это единственное было переживание. Но тем ли мы сейчас начнем заниматься, правильно ли это? Потому что когда мы писали некий бизнес-план, хотя бы для себя понимать, что нам нужно, и распланировать. Не было денег, никаких финансов, мы ходили там по банкам, по всяким министерствам, нам говорили, что-то вы непонятное предлагаете, какой-то рисковый бизнес, в общем, это все непонятно. Это немножко выбивало из колеи, потому что все говорили, даже там и друзья, и родственники, какой музей, потому что у всех представлений было действительно о классическом музее, где будет там открыто какой-то экскурсовод ходить по каким-то там полкам, что-то показывать. А мы рассказывали про это, вот про жизнь, и нас совершенно никто не понимал, потому что мы действительно были первопроходцами в этом здесь в городе. Но в какой-то момент мы настолько начали всех убеждать, мы поняли, что от этого мы уже точно не откажемся, это нужно делать. А вот татарская кухня сейчас самая любимая? Ну, отчасти да. Что самое любимое из татарской? Ой, у меня губдия. Сказал директор музея Чак-Чака. Я напоминаю, что это была программа «7 дней плюс». И сегодня мы встречались с директором музея Казанского музея Чак-Чака Дмитрием Полосиным. Спасибо, было очень интересно. Успехов вашему музею и успешного продвижения и развития дальше. Спасибо огромное.